Первый раз ничего такого не знаю, что из этого получится. Нормально. Ну, упоры такие. Вот на столбы у веранды, наверное, делают. Вот многие сейчас, наверное, смотрят и смеются. Мужику 50 лет, он кукурузу не ел. Да, не ел. Сладкие, прямо вот так я и кушаю. Ну-ка покажи, как кушай. Хрум-хрум. Зубов нету. Бывает, что уже снег уже идет, и заморозки такие большие. Я их сначала храню на веранде в холоде, а после уже как бы... Всем привет, друзья! Нахожусь возле уличной печки. Сестра вон собралась. Помните, у нас на огороде кукуруза была. Кастрюля с водой. Я близко не потому что печка горячая там и дымит еще. Прям кипяток. Будем ложить вот эти кукурузные початки. И где-то сказали минут 40 варить. Мы первый раз ничего такого не знаем, что из этого получится. Не хочет кукуруза у нас. Не хочет у нас кукуруза. Есть. А что, руками бросай? Вон. Дымит печка. Не там, где надо. Не через трубу дым идет. И еще вон вчерашние грибы, что собрали, по-моему, там тоже уже сварила. Так. Вот чекай, у тебя есть часы-то? Нет? Есть. Где-то, говорит, минут 40. Нам товарищ с южного региона подсказал. Мы сами не знаем. Первый раз вот это дело делаем, не знаю. Просто чисто ради любопытства. Ну вот эти желтенькие кружочки, которые там есть на початке, очень даже сладкие. Я вот пробовал, да, очень-очень сладкие. Сейчас еще грибы покажу, не отходя от места. Если ну-ка грибы покажи. Вот где-то ведро грибов было, да? Ну-ка. Ведро грибов было, и вот сварили. Ну-ка поближе. Сварили, вот чего один дуршлаг получился. Но это для заморозки, да? Город-то и не сразу заморозку идет. Да, в город и на заморозку, сразу заморозку замораживают. Вот. А я люблю сушеные грибы. Я люблю сушеные. Ну что, погода у нас, скорее всего, началось бабье лето, друзья. Хоть это первый день бабьего лета. Хоть я и одет, но я одет сегодня еще это. Будь здоров, тепло еще одет, потому что ветер, когда солнце заходит за тучку небольшую, ветер такой неприятный. Ну вот так я еще сегодня одетый. Хотя на улице солнце сегодня, ну, как уже говорил, скорее всего, начинается бабье лето. Первый день такой вот солнечно и более-менее так, ну, подсушилась земля, дорожки, и я вышел сюда и решил прогуляться. Убрана картошка, как уже на прошлом видео Маша сказала, что перед грибами, что все, картошку убрали. Убрана картошка, и убраны там лук, чеснок, ну, короче, укроп, там вот это все. Приведено в порядок клубника, капуста еще там, смотрю, у Раисы Ивановны есть. Надо, сегодня, наверное, будет Маша заниматься там уборкой свеклы, вот пока солнечно, и моркови. И, в принципе, можно вот огородные дела заканчивать, за исключением того, что надо привести навоз. И еще такой момент, что я весной говорил, что сюда буду я в этом году таскать, ну,
привозить песок, чтобы поднимать землю. На меня Маша определила, как уже говорил, привела клубнику в порядок, а я думал, она уберет вообще эту клубнику. Потому что я сейчас буду, если привозить эту, все, клубника закроется вот этой землей. И получается, что вот эта работа переносится на второй год. В следующий раз, ну что потом, Маша уже потрудилась, там убрала вот эту еще клубнику, сделала, привела в порядок. И чтобы не получилось, чтобы это зазря, пока не будем это все. Вот так. Были заморозки и георгины, которые только-только начинают у нас цвести, так красиво, все замерзло. Вот так. Ну что, вот и дождались Машу. Она начала дергать свеклу. Сейчас посмотрим, какой урожай у нас у свеклы. Там Раиса на себе свою, там у нее отдельная грядка была, да, вроде средненький такой. Средние. Не крупная, да, Маша? Среднее. Средняя. Ну-ка. Ну-ка покажи. Во. Нормальная. Здесь по бокам нормальная, а в середке, наверное, вообще ничего нет. Почему? Свеклу у нас сажают вдоль грядок, вдоль картофельных грядок. Когда вдоль посадишь, то она вдоль этих грядок вырастает очень крупная. Около борозды растет? Да, вот около борозды, вот это около этих у нас это мишерские сажают свеклу так. Но. И дочка также посадила в 2 ряда, и у нее такие крупные. Значит, будем знать. А ты знаешь, что мелкая свекла, она вкуснее? Ну, конечно, слаще, вкуснее. Да. Ладно, Маша убирает свеклу. Ну, еще и морковку. Мне бы еще морковку бы показала. Перед тем, как я это самое отключусь. Примерно хоть какая там. Ну-ка. Тоже средненькая такая, да? Да. Не крупная. Но тоже, когда слишком крупная, она как дерево становится, да, ведь? Ну, средняя самая Да, нормальная. средняя самая нормальная. И чистить хорошо. И... Ну, если еще это самое на улице буду, вот как, сколько там получится свеклы в тазе или помещится, нет в таз или не один таз будет. Не знаю, все равно тяжело же таскать. Да. Ну, я потом поснимаю, как будет выглядеть, если получится поснимать. Потому что что-то ветер прохладненький, да, когда сидишь, девочки-то работают. Девочки-то работают, а я сижу, так мне прохладно. Вот так. У нас продолжается осень. Сегодня погода хорошая. Первый день бабьего лета. По прогнозу погоды по РП-5. Вот сегодня, завтра, потом послезавтра, ну, до четверга, короче. Сегодня у нас, не знаю, какой день. Видео-то позже, конечно, выйдет. Соседи там работают. Сейчас пойду, если не поругают, поснимаю. Соседи вон работают. С верандой занимаются вон. Землю вот выровняли, печку построили. Ну, зимовать, скорее всего, уже здесь, в этом доме буду. Ну, занимаются верандой. Потихоньку дела тоже у них идут. Все идет своим чередом, друзья. Дело на месте не стоит. Работает там человек. Наверное, делает закапы. Ну, упоры такие. Вот на столбы у веранды, наверное, делает. Я так понял. Чтобы вот на крышу очень много снега будет ложить в эту сторону. И, наверное, делает такие, как сказать, ну, упоры. Вот так.
Скорее всего, так и есть. Да, упору делает. Ну что там у нас? Вроде кукуруза должна быть готова. Я пока еще не отъехал никуда, я здесь пока еще дома. Сейчас Раиса Ивановна вытащит кукурузу. И сказали сразу подсолить. Какая красивая. Смотри. Да. Ого. Сейчас будем. Ну, ей надо остыть, но еще надо. Нам посоветовали так. Вот сейчас Леха, если он смотрит, у меня друган есть Леха с Воронежской области, там это у них так солят или не солят, не знаю. Или подсоленной воде варить. Ну, сказали вот так подсаливать. Там уж будем там. Щас, Готов. Готово. Готов. Вот у нас такой мангал сегодня. Уличная печка деревенская. Деревня у многих так. Дымит везде, только не из трубы дым идет. Поснимаю вот этот морковку. Ну вот такая средненькая морковь. Но это не с машиной грядкой. Но огород один. Такая же у нас будет. Просто Маша еще не успела выкопать, а вот Раиса Ивановна свою выкопала. И вот смотрите. Ну такая средненькая, мелковатая, средненькая. Есть крупные. О. Но я такие не люблю. О. Ну я про размеры говорю. Такие морковки я не люблю. Вон. О. Самые хорошие морковки. Вон. Видишь, какие аккуратненькие. Да, вот эти самые вкусные, наверное. А то как дерево становится, наверное, А твердые. вот эти Самые вкусные. сладкие, прямо вот так я и кушаю. Ну-ка покажи, как кушай. Хрум-хрум. Зубов нету. Вот такой урожай морковки. Маша просто еще не убрала, но у нее такой же будет. Я просто не буду дожидаться, как она выкопает. А сейчас я покажу свеклу. Вот у Раисы Ивановны свекла вот такой. Вот всякие. Всякие тоже есть. И крупные, Да? и мелкие. Грядки разные, но огород один примерно. Грядки разные, совершенно другая сторона. Да? Сейчас я покажу у Маши, потому что она уже выкопала. Так, покажу. Вон грядка, а вот сюда Маша на солнце, на пленочку так разложила вот свеклу. Вот примерно вот такая. И мелочь, и средних размеров. Но чтоб таких, как крупных, как голова, нет, конечно. Ну и нет зачем такие. Вот такие средненькие свеклы, комочки, они самые вкусные. И сладкие, мелкие, вообще сладкие. А крупная она как дерево. Вот такой урожай. А если она там кушает, вот смотрите, она кушает уже это самое без нас. Кукурузу. Говорит, вкусно. Ну подожди, сейчас масло попросим у Маши. Да без масла очень вкусно. Сейчас. Потом остынет. Сейчас присоединюсь потом. Сейчас Маша принесла масло. Ну как велел Алексей. Алексей нам сказал, что он же эту кукурузу на кукурузе вырос, говорит. Смажь немножко масла, он говорит, с маслом вообще вкусно. Мы, как северные люди, еще с маслом едим. Суп рябчиковый с маслом, еще с маслом, еще с маслом. Ну-ка, попробуй. Я буду снимать, попробуй, Маша. Вкусно? Или так себе? Надо кусать, когда горячее. Ну да. Кушать что надо? Желтенькие пятна? Желтенькие, да. Которые надутые. Да? Да, вкусно. Ну-ка на Со сливочным маслом вкусно. окуса для камераса. Снимайте, я тоже укушу.
Первый раз. Я вообще в жизни еще ни разу не ел такое. Да, слишком не маш. Я без масла хочу попробовать, Маш. Что, попробую и я. Потом. Как? Не знаю. Надо кушать горячее. Молча жуют. Сергею понравилось. Когда горячее надо кушать. Еще раз говорю. У меня нету. Даже слова не может сказать. Так вкусно. Да? Когда я ем, глух и нем. Он как все скушал, значит, очень вкусно. Если ему не понравилось, то он это не ест. Татьяна Федоровна, она давала рассаду. Пирожеева. Микрофона начавкаю. Друзья, супер! Мне Маша понравилась, реально. Но я это говорю, если мне сейчас не понравилось, не кушал Я бы. первый раз в жизни, мне 50 лет скоро будет. Я первый раз ем из початка кукурузу. Баночную то пробовал, ни разу я не люблю ее. Я первый раз, друзья. Первый раз. Это желтое, оказывается, надо есть, а не этот. Да. И вот это желтое, это созрело, значит. Вообще вкусно. Я удивлен. На следующий год посадим еще пораньше. Татьяна Федоровна приготовила рассаду еще раз. Кушал, слова не мог сказать. Татьяна Федоровна. Татьяна Федоровна, Сыктывкара. Если смотрите, вот большое спасибо. Большое спасибо за, я не знаю, как сказать. Вот многие сейчас, наверное, смотрят и смеются. Мужику 50 лет, а он кукурузу не ел. Да, не ел. Я попробовал вот с маслом. Вообще идеально получилось. Солью. Вот это да. Невероятно, я удивлен вообще. День прошел не зря. Год вообще не прошел не зря. Урожайный год. Вообще замечательно. Маша, Понравилось. То на ешевые. это Маша оставим. А может там это? Там, а еще нету больше, да? Нет. Больше нету, да. А, Они... они не желтые, да? Нет. Ну, Ну сейчас вот. еще второй есть. Вот следили за кукурузой, что и как, что должно вышло, выросло, и действительно попробовать вообще шикарно. Для меня лично понравилось. Маша, тебе как на вкус? Или ты не успела еще Насладиться. почувствовать? Мне реально, да. Реально понравилось. И Ну, вкусно. вкусно, да. И Раиса Ивановна тоже, да? Да. Ну надо вот как вытащили, надо сразу кушать. Горячим? Да. Горячим вкуснее. Не, я ел, да, теплый был, но мне понравилось. Очень даже понравилась такая не приторная сладость, а такая приятная сладость. Потом сливочный вкус, этот масло сливочное, такое придало сливочный вкус и немножко соли. Вообще класс. Все понравилось. Всё. Вот так. Вот такой проба первый раз кукурузы. Именно с початка. Я не считаю, что баночные это что-то там. Умка просится на прогулку, и скоро уже буду ее прогуливать. Ну что, пообедали, покушали этого кукурузу. И мне действительно понравилось, друзья. И Маше понравилось, и Раисе Ивановне, моей сестре, тоже понравилось. Ну, Маша приступила к уборке ботвы, свеклы. А из ботвы свеклы не замораживаешь, Маша? Нет. Даже немножко? Да. Говорит, очень вкусно, все советуют. Можно же там выбрать там очень красивые, чтобы были, да, которые очень, нормальные. Пару штук хотя бы там. Для салата там, говорит, делают. Но нет, так нет. Я просто сказал, что наши подписчики советуют, что из ботвы свеклы очень, вкусняшки делают там. Салаты там. Из моркови тоже ботвы делают, тоже так же салаты. Ну, Маша выкидывает.
Или еще так и отбираешь, да? Красивые, да? Немножко. Ну, хорошо. Вот. А я, друзья, ну, что мог, там поснимал. Коротенько такое видео, думаю, получилось. Первого дня бабьего лета. Смотрите, облака какие красивые. Солнышко вот за небольшую тучку нам у нас спряталось сейчас. Вот так. Все идет, как я уже говорил, своим чередом. Ну, Маша немножко так небольшой букетик ботвы взяла. Еще, Сделаю себе салат. салат, да. Но я вот не любитель салатов, Я люблю. а Маша любит. Маша любит всякую зелень, очень любит. Все. Насчет грибов тоже сварили. С картошкой покушали немножко и сварили еще тоже в морозилку. Потом сварили и в морозилку Надо поставили. еще воду поменять с грибов. Я же И грибы еще. путники. Да, путники, которые для соления, Маша насолила и намочила сначала. Намочила, а воду сегодня надо поменять. И каждый день будет воду менять. Потому что они горькие. Если воду не менять, они очень горькие, вот эти путники, которые. Ну что, все, буду заканчивать это видео такое. Немножко опять прогулялся по своему дворику и показал, что и есть, какие там, какой урожай. Ну, кроме картошки. Картошку тоже закончили. Напомню, картошку урожай, если кто не был на стриме, я говорил уже, собрали 90 ведер крупной, 30 семенной, ну и мелкую уже не стали считать, вот так. Но вот Айда не дает даже, в общем, слово сказать. Лает и лает. Хоть бы чуть-чуть. Вот она котов видит. Коты, кошки сейчас гуляют. Сегодня тоже солнечно. И вот она лает и лает. Без устали. Вот. Ну, в общем, урожай, скажем так, что средненький. И нам хватит. Вот. Главное, не много, а главное, чтобы хватило угоститься, покушать. Ну, естественно, это все. Картошку-то не будем покупать, а остальные там вещи. Лук, например, лука мало. Лука придется там докупать. Чеснок хватит. Ну, морковка, думаю, где-то до месяца февраля тоже еще хватит. Вот. Маша продолжает заниматься. Замечательный день, друзья. И я уже вот после того, как выключусь, схожу, как уже говорил, с собачками на прогулку, с Айдой и сумкой. Но это уже будет отдельная история, отдельное видео даже, может, засниму. Вот так. Здесь уже не буду. На этом все. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Всем пока. Небольшое включение. Прогулялся, друзья. Вернулся я, прогулялся. Вот смотрите, я закончил как бы до прогулки, у меня там морковка оставалась, да? Маша выкопала все так и морковку. Я вернулся с прогулки уже. Но это будет отдельный фильм. Ну там немножко прогулялся с Айдой и сумкой вместе. И сейчас вот покажу морковку. Съезжу и морковку покажу, какая у Маши морковка. У Раисы Ивановны показал же, и ну и у Маши покажу. Здесь светля лежит, вон морковку разложила Маша. Очень уж ярко выглядит. Ну, собственно, вот такие размеры. Средние. Крупного, как такой крупных и нету. Средние размеры моркови. Но это даже к лучшему. Это самая вкусная морковка такая. И сейчас Маша немножко, может, расскажет, придет, да,
как она будет хранить. В этом году у нас морковка закончилась, так как я готовила там икру делала, да, заправку для борща. У меня морковка закончилась, у нас и морковки на хранение не осталось. А в этом году, не знаю, может тоже еще икру надо сделать, кабачковую икру. Так что может вся морковка и тоже уйдет. А, может уйдет морковка? Да, а если на хранение, то в пакеты салофановые мешки засовываю, завязываю и делаю иголкой дырочки. И все также хранится до... даже Просто вот после. эту сухую морковь в пакеты, потом пакеты Но я говорила, что прокалываешь? у меня до октября, октябрь месяц, у меня еще эта морковка стоит на веранде, закрытая одеялом, хотя и бывает, что уже снег уже идет, и заморозки такие большие. Я их сначала храню на веранде в холоде, а после уже как бы В пакеты, да? пакеты и да. Потому что если раньше я туда засуну, у меня вся морковка это Сморщивается, да? Да. Ну, короче говоря, вот такая, до Заморозки сильных есть. заморозков держим на веранде в мешке, то есть в мешке, сухую морковь. А потом в пакеты, Маша сказала, что засовывает, протыкает пакеты и в подвал. Но может так случиться, что когда будем делать икру кабачковую, когда будем делать там заправку для борща, это все морковка потратится и даже не останется хранить. Вот так. Ну, морковки, В прошлом году вот не оставалось, в прошлом году все использовали. я думаю, урожай тоже, ну, нормальные размеры есть, и средние, и маленькие, и сушить мелкие. Все четко будет. Мелкие сушить Вкусняшки. надо. Сушить надо мелкие. Ну, сначала в печке это само отпаривать в чугуночке, а потом уже сушить. Это паранча у нас называется. Сушеная морковь паранча, она тоже очень вкусная. Вот так. И маленькие тоже понадобятся. Ну и все. Вот. И на этой ноте уже точно буду заканчивать, друзья, этот фильм. Небольшое такое включение. Просто я не думал, я думал, что я приеду, уже все будет это самое. Ну, устану, да, зайду домой. А погода отличная, и прогулялся, и все сделал, и успел еще вон поснимать машину морковку. Все, суперски. Пусть сохнет. Все, всем пока. Всем пока, друзья. Маша, всем Всем пока. пока.